ребята будут каждый свой опыт рассказывать. Самая главная идея: 0 теория, 1000% практика. Вот такая формат. Цена тоже Лазад очень доступна. Зайдите на... Я даже честно не знаю, сколько стоит билет, я не знаю. Вот, зайдите на наши сайты, администрация, кто-нибудь здесь есть, помогите мне. Скиньте ссылку на сайт или этот, чтобы люди могли зайти посмотреть. Вот. Девушка спрашивает: я кассир, как я могу стать миллионером? Конечно, если вы всю жизнь будете сидеть, работа кассира делать, конечно, вы не станете, дорогая моя. Потому что это работа такая. Поэтому вам нужно именно либо в области бухгалтерии что-то делать, чтобы вы развивались и так далее, либо развиваться. Потому что, смотрите, если вы будете всю жизнь сидеть как кассир или как лаборант, или как там, конечно, не станете. Но если вы будете дальше с этим навык развиваться, например, навыки управления финансами, навыки управления, например, бухгалтерией и так далее, когда-нибудь до этого дойдете. От уровня кассира поднимайтесь чуть-чуть на уровне финансиста, на уровне того и так далее. Вот. Однозначно наступит день, когда вы станете больше полезным, чем быть кассиром, и однозначно будете зарабатывать. Поэтому не существует человека, который не способен это делать, ребята. Раньше это было недостижимо. В мире, оказывается, более 50 чем-то миллион человек стал миллионером. В мире более 50 чем-то миллион. Если более 50 чем-то миллион человек, не знаю, 52 миллиона что ли, 55 миллионов что ли, в общем больше 50 миллионов человек, они, оказывается, стали миллионерами. Но если столько людей смогли это сделать, и вы можете... Я убежден, что если один человек умеет ездить на велосипеде, другого можно научить. Дело в том, что по своей природе кто-то родился красивым. Ну вот родилась она красивая или он красивый. Ну, родилась такое. А другой могут ухаживать над собой, то есть другая девушка могут ухаживать над собой, быть привлекательная. Кто-то по природе родился умным. Бывает такое, да, есть Богом дано такой ум, он умный, сообразительный и так далее. Но другой могут через образование стать сообразительнее. Понимаете? Через учиться, через образование, стать это можно сказать умным, сообразительным и так далее. Например, по природе кто-то родился физически сильный. Посмотрите, по природе. Ну, родился такой, он такой вот, так, как сказать, батир такой, это, да? Ну, вот такой, сильный. По природе он родился такой. Другой могут через спорт, занимаясь, стать сильным. Я хочу сказать, что шанс есть у всех, ребят. Не надо завидовать тех, кому просто по природе дано. Надо развивать то, что у тебя есть. Вот и все. Я убежден, что если я не боролся, скорее всего, в моей жизни не было то, что сейчас есть. Скорее всего, это точно. У меня вообще не было шанса. Если видели вы мой фильм «1 на миллион», вы, наверное, это заметили, что у меня из миллиона даже 1% шанса, может быть, не было. И как-то вот... Конечно, это все с помощью Всевышнего, это однозначно, но от тебя трудиться тоже надо. Нет, дорогой мой, кто-то пишет, что миллионеры говорят, образование ни к чему. Это неправда. Смотрите, образование, что они имеют в виду? Некоторые так говорят, некоторые миллионеры так говорят, но они какое образование подразумевают? Если вы всего лишь жизнь тратите, если вы понимаете, что образование якобы это зубрирование или просто улучшение памяти, да, например, просто общество так думает. Ребята, общество так думает, что как будто учиться это просто запоминать больше или там подтверждение факта. Например, как в школе, подтверждение факта, это география вот это, биология вот это, сколько видов там зоология, столько видов животных, сколько видов там геометрия, сколько видов фигур, это подтверждение факта. Люди думают, что учиться и образование это набор информации или подтверждение факта. Нет, ребята, это не так. Учиться это беспрерывное развитие, принести изменения в своей жизни. Беспрерывно принести улучшение своей собственной жизни.
беспрерывно самому быть заинтересован изменить себя, изменить свою точку зрения. Вы понимаете, что учиться это самый большой труд. Самый большой труд это умение учиться. Самый большой труд в мире это умение учиться. Потому что когда ты учишься, ты меняешься. Когда ты учишься, ты развиваешься. Когда ты учишься, ты профессионалом станешь, у тебя, ты изменишь свой подход по сравнению вечера, ты по-другому будешь делать. Понимаете? Я не говорю, что, ребята, просто не путайте, очень важно. Если кто-то вам сказал, что якобы образование устарело, он имеет в виду методы учебы устарело. Методы учебы устарело, что просто зубрировать или просто запоминать, вот это устарело. А сейчас, наоборот, жизнь требует от вас 2-3 раза больше учиться, чем, например, 20 лет назад. Например, в 80-х годах, 70-х годах вы могли иметь просто образование и хорошо жить. Вы могли бы просто стать хорошим учителем, хорошим инженером. Жизнь гарантировала вас хорошей, качественной жизнь. То есть ваше образование гарантировало качество жизни. А сейчас ваше образование не гарантирует. Вы что? Каждые 2,5 года информация устареет. Каждые 2,5 года устареет знание, которое вы владеете. Требует актуальность. Сейчас вы должны учиться 2 раза больше, 2 раза быстрее, чтобы быть актуальным. Сейчас, чем больше ты успешно станешь, тем больше надо учиться. Потому что ничего не подвергается краху, ничего не подвергается такой опасности, именно как успех. Сейчас легко потерять все. Намного проще потерять все. Откуда-то неизвестный какой-то появится конкурент, который умнее, чем вы, и актуальнее, чем вы. Он создаст какой-то заменитель продукт. То есть он предложит на рынок какой-то продукт, который заменит ваш продукт. Понимаете? Он может предложить какую-то услугу, которая более актуальна, чем ваша. Слышите, надеюсь, что все ребята, которые сейчас только что были с нами, они будут еще раз присоединяться к нам в нашем эфире, чтобы побеседовать. Я сегодня даже все комментарии открыто оставил, чтобы общаться, чтобы мы могли бы поговорить. Вот. Я в данный момент, мы говорили 5 декабря по поводу нашего бизнес-форума, которые будут состояться в Туркестане. В форуме мы говорим о том, что тема называется «Как я заработал свой первый миллион». И в этом форуме будут выступать не только я буду говорить о своем опыте, как я свой первый миллион заработал, и будут говорить наши ученики. Один из моих учеников будет говорить, который в Америке, то есть в образовательной сфере он сделал свой первый миллион. Другой мой ученик с России будет выступать, говорит, как он сделал свой первый миллион на рынке России. Третий будет говорить, он с Казахстана, вот. Будут говорить, как он заработал свой первый миллион в Казахстане. И четвертый будут говорить, как свой первый миллион заработал то есть на рынке Узбекистана. То есть я пригласил своих учеников, которые учатся у нас в курсах, где систематизация бизнеса, где целый год люди учатся. Вот. Почему? Я пригласил не какие-то там со стороны бизнес-тренеров или какие-то там, скажем, успешных бизнесменов. Нет, именно бизнесменов я пригласил, которые учились в наших курсах и делали это бизнес, те же условия, в которых мы с вами живем. Вот, они же живут с нами сейчас, эти люди, в таких же условиях, делать бизнес, в таких законах, которые сейчас есть. Они тоже в этом кризисе, они тоже переживают через это барьеры, через эти недостатки, через это проходят. Они все через это проходят. Тема называется
Как я заработал свой первый миллион? В форуме будем об этом говорить. Кто-то до этого меня спросил, сколько стоит и так далее. Ребята, я не знаю даже, сколько стоит. Зайдите в сайт само и посмотрите там, сколько он стоит и так далее. Бронируйте себе места, купите себе билеты, потому что это того и стоит, ребята. Это очень хорошие встречи будут там. Соответственно, кто придут там? Там придут люди, которые на этом уровне мыслят, люди, которые делают бизнес, люди, которые хотят делать бизнес и так далее. Я до этого, возможно, кто-то из вас успел или нет, пара слов, очень важная вещь сказал, не знаю, вы успели или нет. Многие меня спрашивают, миллионером стать это обязательно или нет? Я всегда говорю одну ответ. Чтобы стать миллионером, надо в своем области быть чемпионом, то есть именно в своем сфере. Например, если кто-то занимается строительством и стал миллионером, значит он в этом области в каком-то мере чемпион. Если, например, скажем, что кто-то занимаясь мебель стал миллионером, он значит в этом направлении в каком-то мере чемпион. Понимаете? В своем сфере надо стать чемпионом, чтобы стать миллионером. Иначе по-другому ты не станешь миллионером. Это такая вещь. И самое интересное, рынок определяет, ты чемпион или нет. Желание не определяет. Все хотят быть состоятельными, богатыми, но, к сожалению, не получается. И интересная вещь. Если в спорте ты физически нагрузка дашь, чтобы этим стать, а в бизнесе ты умом. Твой доход, отражение твоего ума. Дело в том, что граница достижения твоего успеха в бизнесе, пожалуйста, внимание, граница достижения твоего успеха определяется уровень твоим пониманием, уровень твоим знанием, именно уровень твоим профессионализмом. Потолок твоего успеха определяется уровень твоим мастерством. То есть, насколько ты профессионал в этом сфере, насколько ты профессионал и мастер в этом сфере. Поэтому вот это определяет, твоя компания остается маленьким, или она остается региональным, или она международным и так далее. Вот от этого зависит очень много чего. Соответственно, понятно, это надо иметь бизнес-мышление, чтобы это все строить. Это нелегко создается, нелегко строится, ребята. Бизнес это мощнейшая школа. Вот я бы сказал так. Бизнес это сильнейшая школа, где эмоционально ты должен закаляться, умственно ты должен закаляться. Это просто что-то. Потому что много твоих идей не будут работать. Много твоих идей тяжело реализовать. Они не все реализуются. Много продуктов, которые ты создаешь, они не будут актуальными, как ты думаешь. Много людей подводят тебя, что в команде, которую ты нанимаешь, как ты их обучаешь, уже они покидают тебя, уходят к другому. В общем, по-разному. Поэтому ты никогда не будешь в одном стабильном состоянии. Просто никогда. Это такой мир, где ты постоянно должен быть в движении, постоянно быть в тонусе, иначе ты утонешь. Это похоже, что ты в воде плаваешь. И чтобы двигаться вперед, ты должен что-то шевелиться, ты должен что-то делать. Вот она. Вот только так будут развитие и так далее. Сам мир бизнеса такой. Мощнейшая школа. Школа, можно сказать, школа испытаний. Школа испытаний. Мощнейшая школа испытаний. Поэтому, вот, если вы вдруг решили стать успешным, вам надо хорошо понимать, что успех, она требует у вас усилий, требует оплаты за это. Она требует, чтобы вы оплатили за это. Вот. Вы оплатите усилием, трудолюбием и так далее, и так далее. Вот, дорогие мои, вот так. Если вы среди вас есть люди, которые хотят стать миллионером, добро пожаловать. Вот, спасибо. Кто-то пишет, что прочитал про ваши книги, понравилось. Прочитайте, пожалуйста. Они книги очень сильно помогут вам. Они очень сильно помогут вам. Прочитайте, практикуйте. Огромное количество людям эти книги помогали, вам тоже помогают. Какие ваши книги про стартапа? Нет, у меня нету книг. Я не писал еще книг для стартапа. Скоро я работаю в данный момент на книге. Уже 3-й год работаю. Материалы собирал давно, уже 3-й год на этой книге работаю. Называется «12 заповедей руководителя». Это для руководителей, для бизнесменов, для управленцев.
эта книга. И сейчас Аллах даст, я стараюсь до Нового года его закончить. Если закончу, он видит. Я сейчас работаю на 2 книги одновременно. На один из них больше 4 лет работаю, второй уже 3-й год работаю. Книга писать — это адский труд. Очень много надо работать. Вот книга называется, одно из них это 12 заповедей руководителя, а другая книга «Я инвестор». На книге «Я инвестор» тоже очень много пишу, сижу, анализирую и так далее, потому что эта стратегия должна быть, стратегия инвестирования и мышление инвестора должно быть в человеке, чтобы он понимал, как построится стратегия, вот инвестиционный портфель и так далее, и так далее. Вот. Кто-то меня спрашивает, какие книги рекомендуете? Начните читать книги, которые изменят сначала ваше мышление, а потом книги, которые вы можете, именно профессиональные книги в вашей сфере. Если вы меня спрашиваете, какие книги, если от моих книг скажете, я скажу вам, начните мои книги «Стратегия мышления богатых и бедных людей», потом изучайте книгу «Духовный закон и богатство», потом изучайте книга... вот эта книга «Я и деньги». Одна из моих лучших книг — это «Я и деньги». Многократно прочитайте эту книгу. Вы должны эту книгу повторно прочитать, пока вы... «Я и деньги 1», «Я и деньги 2». А если в России покупаете, там эта книга по другой названию, Эксмо выпускает, называется «Стать богатым может каждый». Но вы должны практиковать систему модель счета управления смене бюджет, потому что эта система, как правильно эту модель управлять, это самое важное. Потому что если вы внедряете эту систему, модель счета управления смене бюджет, при любом доходе вы достигаете уровень финансовой стабильности. А когда вы достигаете уровень финансовой стабильности, перед вами появится возможность стать финансово свободными. Это очень важно. Кто-то спрашивает, программа Чашма Умед когда начинается? Очень скоро. Чашма Умед будет начинаться на таджикском языке. Программа Чашма Умед, и я его очень скоро начну. Он будет на канал Само Таджикистан. Вот, поэтому, когда выйдет ваш фильм в Ютубе, думаю, что, возможно, в декабре или, возможно, в январе выйдет. Фильм в Ютубе будет, иншаллах, либо либо конца декабря, как новогодний подарок, либо январе. Скоро будут фильмы, кстати, по Бишкеку скоро будут. Планируем, сейчас идет в Кыргызстане выбор. После выбора и обязательно будут по всем кинотеатрам. Кино поставим по всем кинотеатрам скоро. С 5 декабря по Бишкеку, по всем кинотеатрам во многим будут фильм. Вот, вы можете посмотреть тут. Я хочу сказать спасибо многим кыргызстанцам, которые мне помогали в съемке фильма, они были со мной. Ну, это большое вам спасибо, ребята, все, особенно жители Бишкека, и большое вам спасибо. Вы были со мной, вы для меня как и родные. Поэтому обязательно ходите, посмотрите в кинотеатре. Кто-то меня спрашивает, Давлатов, когда станете миллиардером? Я планирую к 2025 году, иншаллах. К 2025 году я планирую, но даст Аллах, чтобы до этого дошли, как Аллах даст уже. Вот. Спасибо. Вот. Готов ответить на несколько ваших вопросов. И хочу вам еще раз напомнить, что, ребята, 5 декабря будут у нас форум, который называется «Как я заработал свой первый миллион». Туда будут выступать не только я, будут 4 еще со мной наши ученики. Один с Америки, другой с России, третий с Казахстана, четвертый с Узбекистана. Каждый будет говорить о своем практике. Запомните, что 0 теория, а 1000% только практика. Что думаете про стартап? Стартап – хороший бизнес. Любой бизнес есть в начале стартап. Любой бизнес в начале это есть стартап. Все же пройдут через это. Все бизнесы, которые вы видите, когда-то были стартапами. Просто я бы рекомендовал вам, открывайте бизнес в той сфере, где вы понимаете, если нет опыта, навыки, понимания, вы можете потерять деньги. Это очень опасно.
Это первый мой совет. Второй, не открывайте бизнес в долгах, то есть не берите долг, чтобы открывать бизнес. Третье, никогда не продавайте свой единственный жилье, чтобы открывать бизнес. Потому что некоторые ребята мне говорят, а можно свою квартиру продам и открываю бизнес? Или можно кредит возьму, открою бизнес? Нет. Почему? Потому что у вас в голове это всего лишь идея, он пойдет, не пойдет, еще это Бог знает. Даже если эта идея правильная, не факт, что вы можете это делать. Не факт, что у вас получится построить этот бизнес. Потому что бизнес это совсем со стороны по-другому выглядит. Когда вы изнутри начинаете делать совсем другую вещь. Где будут 5 декабря форум, это Туркестан. Туркестан это находится недалеко от Казахстана. Это город, исторический город, очень красивый город. Это где мавзолей Худжахма Ясаве и так далее. Вот в этом городе, в Туркестане, гостиница Рексос, один из лучших гостиниц А+ класс в Казахстане. Добро пожаловать в этом форуме. Вы зайдите в сайт Само, вот wordsamo.com и посмотрите, купите билеты, бронируйте и так далее, и так далее. Вопрос-ответ, пожалуйста, у меня. Вот что там у меня. Вопрос, ответьте, пожалуйста. У вас бывает так, чувство, что когда ты добился финансовой и моральной доставки, вам уже деньги не кажутся каким-то важным, а просто инструмент, который вы можете направить. Правильно? Правильно. Деньги такие должно быть. Деньги не должны быть главными в жизни. Они не являются главными. Они должны быть инструментом, чтобы вы больше делали добро в мире. Основная задача денег, это основная задача денег, на самом деле облегчить жизнь для массового народа. Если у вас будет больше денег, и вы послушайте внимательно, вы должны знать, почему вы хотите иметь деньги, почему вы хотите быть богатыми. Вы должны точно вот это понять. Когда вы четко знаете, зачем вам нужны эти деньги, поверьте мне, жизнь очень милосердная, и вообще Всевышний очень богат, Всевышний, Царство Всевышнее, Он бесконечно, Он вам даст эти деньги, это богатство, это помогает вам в обязательном порядке, это будет у вас. То есть, если у вас есть большая цель, и эта цель полезна для общества, не бойтесь мечтать, и не бойтесь думать о большой цели, наоборот, еще думайте об этом, работайте, просто только развивайте себя до уровня этого цели. Вот цель миллионная, цель принесет пользу миллионам людям, цель очень полезная. Развивайте свои навыки до уровня цели, все. Потому что если Всевышний внушал вам эту цель, значит, через эту цель вы станете тем, кем вы мечтаете быть, кем вы могли бы стать. Поэтому не отказывайте от своей цели, просто, даже если не получается, не отказывайте. Даже если иногда порой ошибаетесь, не отказывайте. Ошибки это однозначно неизбежны, поэтому не бросайте свою цель. Идите, делайте. Когда приеду на Манган, не знаю на Манган, когда, Аллах когда даст. Онлайн-форум можно посмотреть. Если вы совсем далеко, конечно, можете онлайн посмотреть, но желательно живым посмотреть, это же будет лучше же. Насчет сетевой, как ваш взгляд? Сетевой бизнес это другой бизнес-модель. Ребята, традиционный бизнес бывает, которые дозволены от религии и недозволены. Например, традиционные бизнесы, водка продавать недозволены же, игровые автоматы недозволены же. Вот точно так же бывает сетевой маркетинг дозволенный и недозволенный. Понимаете? Вот очень важно в них понимать. Просто поскольку массовый народ не понимает этого еще, они вот какой-то с твоей компанией, как если как в виде пирамиды и так далее идет, нету продукта, или продукт бывает, что там, как скажем, харам продукт, не халал, и она недозволенная. Просто когда этого говоришь недозволенный, люди думают, что все сетевые маркетинги, они недозволены. Ну, как обычно же, бывает же, люди, они же, что слышали, то говорят. Повторите, пожалуйста, какие книги прочитать. Я не успел записать. Начните книгу, если из моих книг читайте, пожалуйста, книга «Стратегия мышления богатых и бедных людей», «Духовное законе богатства», «Я и деньги». Когда эти книги читаете, вы потом обязательно прочитайте, как найти свою сильную сторону, чтобы раскрывать в себе тот талант, который Богом дано. А потом дальше развивайтесь, дойдите до книги «Как стать миллионером. Территория Сеньги». Там очень классные знания. И вы однозначно, если много раз прочтете эту книгу, вы найдете способы, как разбогатеть.
Я слышу, что вы уже стали первым тоже миллиардером, это правда, но скоро стану. Еще нет, рахматулло, но скоро стану, иншаллах. Дай Аллах, чтобы так и было. Кто-то мне пишет, ты таджик, да? Да, я таджик. Какие вы интересные ребята. Хорошо. Хорошо, ладно, ну сколько я успею, почитаю, отвечу, ребята. Вот кто-то спрашивает, почему 98% информации наш мозг блокирует? Потому что наш мозг больше работает с тем, что ему безопасно. Первый раз, когда мозг любую информацию слышит, он заблокирует 98%. Первый раз это так. Он начинает брать из своей памяти, что ему знакомо, и по этой информации он живет. А все, что новое, он осторожно относится, потому что так формировалось подсознательно из древних времен, по нашим генетикам пришлось к нам. Все новое, может быть, будет опасно, потому что это незнакомо для мозга. Поэтому его сначала заблокируют, а потом, когда повторно, 5-10 раз вы послушаете или почитаете, он начинает по чуть-чуть больше усваивать, больше вникать и так далее. Помните, что самый большой лентяй организм человека – это его мозг. Мозг человека – это самый большой лентяй. Это на самом деле так. Вот. Про 5 декабря скажите, пожалуйста, там кто-то написал. 5 декабря будет большой форум в Туркестане, где мы будем говорить, каждый будет говорить, как заработал свой первый миллион. Я буду говорить, как я свой первый миллион заработал. На самом деле я свой первый миллион заработал в недвижимости. В недвижимости я заработал свой первый миллион. Потом буду рассказывать, как каждое направление, которое у меня сейчас есть. Я буду говорить, как я сейчас зарабатываю, например, миллионы в одном своем парфюмерном бизнесе. И как я сейчас дальше делаю миллионы в других своих бизнесах. То есть каждое направление на данный момент, как я это делаю. Я буду рассказывать о своих опытах, о своих примерах. Видите, по большому счету люди, поскольку к нам приходят взрослые люди, взрослых людей невозможно учить. Взрослых людей очень тяжело обучать. Мы просто говорим, как мы делаем бизнес. Мы не пытаемся вас обучать. Мы просто рассказываем, как мы делаем бизнес. В примере этого опыта вы можете брать для себя и использовать. Вот. Чтобы в вашем бизнесе вы могли это использовать. И каждый из моих учеников будет тоже говорить о своем бизнесе, как они это делали. Один из них делал в области, в сфере образования. Он сейчас в Майами, Америке живет. Другой сделал это в Казахстане в области строительства недвижимости. Компания его строит недвижимости. Другой из них делал это в сфере, Сергей, он в России делал в сфере общепития, в сфере франчайзи и так далее. Он в этой сфере делал. А четвертый делал в сфере вот это электротовары, вот это дрель, лампочки и так далее, вот такие вещи делают. То есть у него свой бренд, поставка вот это электротовары и так далее. Вот. Вот такое. Сколько успею, тут буду читать и говорить. Спасибо. Кто-то мне говорит, вы просто ангел. Это вы такие хорошие ребята. Если вы подходите к зеркалу, вы всегда видите себя. Пожалуйста, запомните. Жизнь такая, что вы только себя видите в других. Если вы во мне видите хорошего человека, значит вы есть такой хорош внутри, поэтому ваш мозг способен видеть хорошее. И не только во мне, вы в любом человеке видите хорошее, потому что ваше сознание способен это видеть. Человек видит не глазами, человек видит умом. Дело в том, что глаза человека видят то, что позволяет его ум. Рахмат, большое спасибо, ребята. Вот. Кто-то пишет, Давлатов, почему вы пропускаете мои вопросы? Дорогой, просто вопросов много. Что успею, то и почитаю, дорогой мой. Вот. Жду ваш фильм. Спасибо. Бегимжан, скоро, иншаллах, будут, вы увидите. Спасибо, благодарю вас.
Это я не могу на это ответить, дорогой. Кто-то мне пишет на таджикском, что там проезды подорожало, маршрутки там в Таджикистане. На это я не могу повлиять. Ребят, я вам один урок дам, один важный урок. Например, не переживайте, когда курс валюты меняется, или подорожает бензин, или подорожает проезд на автобусы, или там проезды. Там. Почему? Потому что говорить о этих вещах, вы все равно на них не повлияете. Вы должны думать о том, на что можете повлиять в своей жизни. Если вы будете переживать и постоянно думать о таких вещах, которые вы не способны повлиять на них, например, о политике и так далее, вы просто зря тратите свою энергию, вы зря тратите свое здоровье. И самое интересное, вы будете испытывать от того, что жизнь становится труднее для вас. Пожалуйста, берите себе урок. Берите себе очень важнейший урок. Вы хотите, не хотите, в жизни постоянно что-то будет не так. Это будет вам не по душе. Понимаете? Все равно это будет. Это жизнь. Это жизнь. Никогда, внимание, не сделайте для себя центр внимания те вещи, на которые вы не можете повлиять. Это, например, я снова повторю, это курс валют, это политика между Россией и Америкой, или Китай и Америка, или там что-то такое, там Талибан что-то делает, там граница Афганистана, или что-то. Меня иногда люди спрашивают, я говорю, послушай, я не повлияю на это, зачем мне думать об этом? Я не думаю. Почему не думаю? Потому что я не хочу даже об этом думать. Я только за мир. Я всегда вкладываю в свою жизнь, свои мысли, свой ум, именно только за созидание, творение, творчество и так далее. Когда вы будете думать о том, что вы, например, проезд подорожало на автобусы, маршрутки и так далее, или там что-то такое. И самое интересное, вы на это не можете повлиять. А когда вы не можете на это повлиять, ваш мозг начинает много вот таких вещей внимания обратить налево-направо, у вас будут внутри ощущения, что вам труднее становится жить. И тогда, знаете, что произойдет? Жизнь создает масса, давит на вас, морально начинает давить на вас. И вам будет с каждым днем труднее. Так что думайте о том, на что вы можете повлиять. Когда происходят такие вещи, единственное, что вы можете делать, это ваше отношение к этому и ваше решение, ваша роль к этому. Какая будет ваша роль? Вот. Поэтому вообще не думайте о таких вещах. Просто фокусируйтесь на то, как я буду построить свою жизнь в рамках таких условий. Например, курс доллара стал столько. От того, что будем переживать, от того, что будем нервничать, это же курс же не меняется. Но надо подумать, как ты свой роль, как ты будешь жить в рамках этих условий. Надо об этом думать. Вы сейчас где пишете кто-то? Я сейчас в Москве, дорогой. Я хочу быть, кстати, я бизнесменом, менеджером, но не решил, в каком сфере быть профессионалом. Просто в этом сфере станьте сильным бизнесменом. В этом сфере станьте бизнесменом. Кто-то пишет, на таджикском, когда будете делать эфиры. Буду делать канал «Само Таджикистане». Скоро начну там делать программу «Чашма и умед». Запущу еще крутом в формате. Так что, если вы на таджикском, вам тяжело на русском понимать, на таджикском можете там послушать именно в канал «Само Таджикистан». Именно там я буду говорить на таджикском. Скоро начнется. Нужно ли себя жертвовать для детей? Никогда не делайте этого. Айгерим, никогда это не делайте. Дело в том, что даже дети не будут простить вас за это. Иногда мы думаем, что дети вырастут, и они поймут, что я жертвовал свою жизнь ради детей. Я много консультировал людей. За годы своей жизни я очень много делал консультацию. Огромное количество. Это, наверное, несколько десятков тысяч людей я консультировал за это 22 года. Родители, которые жертвовали собой ради своих детей, им, в конце концов, становится очень больно.
им становится очень больно за то, что дети, иногда дети могут расти, дети иногда будут благодарны за то, что вы вложили в них, но иногда бывает, что они не осознают это, и они иногда бывают неблагодарны за это. И тогда эти родители испытывают страшную боль. Они говорят: как это так сложилось, что я всю свою молодость на себе крест поставил ради тебя, а этот ребенок вырос такой. Он нашел себе жену или она нашла себе парня и ушла и так далее. Извините, у детей будет своя судьба, у детей будет своя жизнь. Никогда не жертвуйте себя ради детей, живите хорошей жизнью. Живите хорошей жизнью, иначе родители, которые себя жертвуют ради детей, в конце концов, эта любовь к детьми со временем превращается в сильные претензии к детьми с возрастом. Они потом постоянно упрекают этих детей. Я за тебя так жил, я за тебя так делал, я ради тебя так. И в конце концов, дети же не виноваты. Это же вы решили рожать детей, это же вы решили иметь дочерей, сыновей и так далее. Это же вы решили там, не знаю, в конце концов, вы решили, чтобы ваш ребенок имел такое образование или чего-то. Поэтому, пожалуйста, никогда ради детей это не делайте. Живите своей жизнью, хорошей жизнью. Парень пишет, что я 11 классе учусь и хочу, когда после окончания школы поехать в Москву, открыть свой бизнес там. Брат мой, Москва это такой город, где нелегко делать бизнес без опыта. Но я тебе рекомендую, если ты 11 класс учишься, ты лучше заканчивай, иди в вуз, учись. Мой совет, иди учись и параллельно работай. Параллельно работай в том сфере, где хочешь иметь бизнес. Но учись там, где ты на самом деле, ты в будущем хочешь иметь свой бизнес. Например, если ты хочешь иметь бизнес в турфирме, иди учись именно в этом вузе, где обучают, готовить тебя для того, чтобы создать туркомпанию. А если ты хочешь там торговлей заниматься, иди там учись там в этой сфере. Хочешь там... Иди учись MBA, иди учись в этой сфере. Я до сих пор студент, я в этом году не успел поступить. В данный момент у меня сколько образований, я сейчас еще учусь. Я, ребята, честно, не понимаю людей, которые считают, что они все знают и все умеют. Им все понятно, как будто они все на белом свете знают и так далее. Поэтому иди сначала получи хорошее образование. Хорошее образование тебе делать другой. Везде, что везде с процент работает. Что имеете в виду везде с процент работает? Вопрос ничего не понял. Правда, ничего не понял вопрос, дорогой мой. Вот. Что значит человек без цели, пишет. Человек без цели, если у человека нет цели, его жизнь не имеет смысла. Человеческая жизнь имеет смысл, когда у вас есть цель. Если нет цели, ваша жизнь не имеет смысла. Вы понимаете, о чем я? Ты просто существуешь. Посмотрите животные. Животные тоже что делают? Просто животные как? Животные просто утром просыпаются, кушают, опять там, не знаю, детей рожает или делает, а потом умирает так, точно так же. Человек, который не имеет цели, его жизнь бессмысленная жизнь. Поэтому обязательно живите целью, у вас должна быть какая-то цель. Вот. День добрый, скажите, пожалуйста, что вы думаете? У вас, наверное, в Америке живете, раз день добрый говорите. Скажите, пожалуйста, что вы думаете про криптовалют? Брат мой, криптовалюте люди зарабатывают сейчас, но я не заработал деньги в криптовалюте. Многие мне задают вопрос о криптовалюте. Я сейчас сам учусь в криптовалюте. Я не заработал деньги в криптовалюте. Поэтому я ничего не могу советовать. Я не тренер, ребята, я не коуч, не преподаватель. Я бизнес-наставник. Это что означает? Это означает, что я рассказываю только то, что я сам умею делать. Я никогда не рассказываю то, что я сам не делал, или просто где-то слышал. Я это не делаю. Я говорю только то, что сам делал. Если я говорю, что как стать миллионером, значит я сам миллионер. Если я сам вырастил миллионеров. Если я говорю о бизнесе, значит я сам создал бизнес.
Вы понимаете? Но если я в криптовалюте не зарабатывал, я ничего не могу вам советовать в нем. Потому что все то, что буду говорить, это будут просто чьи-то мысли, чья-то идея. Я не могу это делать. Поэтому вы попробуйте спросить у тех, кто в криптовалюте заработал. Вот кто-то этот вопрос второй раз задает, как найти свою любовь. Как найти любовь? Классный вопрос. Классный вопрос. Наверное, это человек, я не успел почитать, это парень или девушка, не успел посмотреть, но это вопрос 2-3 раза маякнул, я поэтому успел почитать про него. Вот. Как найти свою любовь? Интересный вопрос. Я думаю, как правильно ответить на это. Чтобы вам выражать свои мысли правильно, чтобы это было понятно другому человеку. Ваш мозг мучается, чтобы вы могли вот так проще донести, легко донести, чтобы было понятно. Вот. Давайте сначала начнем от пары слов. Вот, например, а что такое любовь? Почему это чувство называется любовь? Если вы посмотрите, например, это чувство, почему описание давали любовь. Давайте расшифруем сначала это слово, а потом вернемся, как его найти. Я сейчас попробую. Хорошо? Вот, внимание обратите. Любовь. Буква Л. Людям. Быть. Отныне. Вместе. Вечно. Мягкий знак – это знак вечности. Это означает, что вечно. Пожалуйста, внимание. Слово «любовь». Вот слово «любовь». Смотрите. Людям. Быть. Буква Б. О. Отныне. В. Вместе. Мягкий знак. Вечно. Когда вы меня спрашиваете, как найти свою любовь, вы должны понять симпатия другой, нравственность другой, любовь совсем другой. Вот. Любовь. Давайте я описываю. Иногда в жизни вы будете сталкиваться с тем, что вы будете его нравственность испытывать. Это означает, что издалека человек вам нравится. Но когда вы ближе к нему, через некоторое время вам трудно становится, тяжело. Понимаете? Издалека вроде бы человек нравится, но когда ты ближе к нему, тебе труднее становится. Вот. Теперь внимание обратите. Это нравственность. Ты издалека нравится тебе, как блестяще. Но когда ближе, иногда тебе тяжелее. А симпатия со стороны тебе хорошо. То есть, когда ты симпатизируешь его, но с ним жить тебе нелегко. С ним жить тебе действительно нелегко. Вот. А любовь, это означает, что когда ты далеко, тебе тянет к нему. А когда ты рядом с ним, тебе легко. Ты не пытаешься показать себя лучшим. Ты не пытаешься, по-простому сказать, ты не выпендриваешься, что как будто ты крутой. Понимаете? Ты самим собой, у тебя нету ничего такого, ты самим собой. И ты готов, и самое интересное, ты готов принимать другого человека со всеми его недостатками и достоинствами. И он готов тебе принять. Вот когда вот такое произойдет, вот это настоящая твоя любовь. Ты не должен... Любовь это не то, что у тебя голова должна быть пьяной, я скучаю, умираю. Нет. Это не любовь, это пройдет. Это как раз симпатия, которая пройдет очень скоро. В жизни выбирайте людей, с которым вам, когда вы рядом, легко, и когда далеко,
тоже тянет к ним. А когда вместе, вы не напрягаетесь, вам легче, ценности у вас похожи, и совпадают у вас несколько вещей. Духовные ценности похожи, финансовый интеллект похожи. Это очень важно. Если у одного один будет зарабатывать, другой будет транжир, постоянно будут разногласия. Поэтому в жизни выбирайте себе любовь человека, который понимает вас, а вы сами постарайтесь понять этого человека. Где в душе вам будет легко, выбирайте так. Вы задавали мне вопрос, как найти свою любовь. И я ответил, он сам придет. Я уверен, ваша любовь придет. И самое интересное, вот точно что могу сказать. Если человек уходит от вас, не держите его. Отпускайте, пусть уйдет. Бесполезно человеку привязываться. Все хотят быть любимые, любимая. Но никто, то запомните, никому не нужен навязчивая любовь. Не навязывайте себя. Навязчивая любовь самая страшная, самая униженная вещь. Все хотят быть любимыми и любимая. Но навязчивая любовь никому не нужен. Не навязывайте себя. Это очень важно. Если этот человек ушел, отпустите, придет другой, кому вы нужны. Мир такой. Устот, пожалуйста, удачи тем, кто начал свой бизнес. И она, не успел читать уже все. Куда-то улетел ваш вопрос. Еще 2 вопроса готовы ответить, ребята. Вот. Да, обязательно. Спрашивают, эфир будете сохранить? Конечно, будем сохранить. Настав, расскажите, пожалуйста, про отношения мужчин и женщин, как найти мудрую жену. Сегодня я пару вопросов ответил. Мудрую жену, я скажу одну простую вещь. Найдите книга, есть книга Кабуснома, есть такая Кабуснома книга, там много классных вещей написано, очень хорошие вещи. Найдите его, прочитайте. Там вы колоссальные вещи найдете. Помните, женитесь на девушке, у которого есть мудрость. Это важно. Который не врет вам. Это важнейшие показатели. Если она врет, это неизлечимая болезнь. Если девушка ворует, это неизлечимая болезнь. Их очень тяжело исправить. И найдите девушку, которая верна. И тогда вы мудрую девушку нашли. Моя мама дала мне совет в свое время. Она мне сказала, что сынок, послушайте, это совет, который мне мама дала когда-то. Моя мама 10 детей воспитала. Однажды она мне сказала, сынок, найди какую-то девушку, пусть она даже будет выглядеть тебе как дурочка, ничего страшного. Но убегай умных девушек. Я сказал, мам, я сначала это не понял, я сказал, мам, я не хочу жить с глупой девушкой, это же самоубийство, глупой женщине жить, это очень трудно, я хочу, чтобы она была мне другом, она была бальзам души, она была мое спокойствие, я хочу, чтобы моя жена была такое для меня. Она сказала, сынок, разве я сказал, что ты живи с глупую? Нет, найди мудрую. Я сказал, чем отличается мудрая? Она сказала, чтобы рядом с тобой она была такая улыбающаяся, такая чуть-чуть веселая, чуть-чуть скромная, чуть-чуть она, можно сказать, просто рядом с тобой она была, как твой тень. Она рядом, она одновременно, вот так. И ты без нее не можешь. И она сказала, если ты встретишь вот такого человека, который тебя уважает, ценит, тебя любит и воспитывает тебе прекрасных детей и так далее. Она сказала, на руках носи такого человека, сделай все, чтобы этот человек был счастлив. Почему? Потому что эта девушка сделает твою жизнь богатым, твою жизнь интересным. Вот такого найди делай. Поэтому, и она сказала, убегай умных девушек. Я сказал, почему умных не надо убегать? Она сказала, что они будут с тобой соперничать. Они будут с тобой соперничать, и они постоянно будут стараться обойти без тебя. И тогда тебе будет постоянно больно в душе. Я в молодости не понимал это. Сейчас
Скоро, мне уже 43, я как начинаю понимать, думаю, как она права, как она была права, как она была права. Так что, уважаемые девушки, если вы даже умная и образованная, это классно, это здорово, но рядом с мужем ведите себя, пожалуйста, что вы самая покорная, самая послушная и так далее. Мужчинам не важно, он какой бы кем бы ни был, но вы должны быть, с вами должно быть о чем поговорить, вы должны быть развитый человек. Если вы не развиваетесь, не работаете над собой, и ваша вторая половинка развивается, вы станете для него неинтересным. Поэтому работайте над собой, чтобы развиваться. Расскажите про парфюм от Довлатова. Гульнара пишет, скоро видит. Я работаю сейчас, уже почти несколько, подбирал уже 2-3 разные именно французские компании, которые разработали лаборатории, которые делают сейчас парфюм Довлатова. Будет мой парфюм, мой аромат будет с моим именем. Как вы видите, Chanel 5 или Armani или Sauvage и так далее. Сейчас я как раз делаю это аромат. Там будут 5 видов мужской, 5 видов женский. Вот. Меня все читают как бизнес-наставник. Это ароматы будут такого стиля для деловых людей. Это элитные ароматы. Они очень хорошие. Но вот сейчас мы работаем. В следующем году, иншаллах, будут они на продаже. Но мы сейчас где-то думаем, что в следующем 2022 год, иншаллах, точно они будут на продаже. Мы на этом работаем. Расскажите про инвестиции акции, говорит. Вот, инвестиция в акции, я не заработал свои деньги в акции, поверьте мне, я не могу вам правильный совет давать. Если, но вам даю несколько то, что я изучал. Я тоже учусь сейчас, как в акции, как в криптовалюте и так далее. Возьмите стратегия, устраненная стратегия. Что такое устраненная стратегия? Например, возьмите 10 преуспевающих компаний мира, 10 хороших компаний мира, и каждый месяц покупайте хотя бы по одной акции. Устраненно, в протяжении 5 или 10 лет подряд. Но не продавайте их. Просто стабильно купите, отложите. У вас должно быть не спекуляция купить-продать, а именно стратегия капитализации на долгосрочный период. Вот тогда у вас ваша инвестиция точно растет, и вы точно будете разбогатеть. Спасибо, я очень рада, что сижу в вашем прямым эфиром, уже 2 года слушаю вас в YouTube-канале. Спасибо. Знаете, ребята, я сейчас в Москве, вчера провел тренинг, у меня в тренинге сидела женщина, ей, по-моему, 65, она сказала, если не ошибаюсь, ей было 65, она сказала, Довлатов, я 17 тетрадь конспектировал YouTube, ваших высказываний, выступлений, 17 тетрадь. Вы представляете, у меня чуть слезы вращивались на глазах, я еле себя держал вчера на сцене, она сказала, я открывала свой бизнес, ей 63 или 65 лет, я забыл, правда, но точно за 60, Она сказала, что сейчас у меня свой бизнес, она производит какие-то для фасада же есть, стройматериалы, которые для облицовочные, для фасада. И она говорит, я купила еще на ваш мастер-класс, хочу пойти, чтобы научиться, как свой бизнес улучшить. Она, оказывается, 2 года назад в моих YouTube-каналах послушай, открыла свой бизнес. Представляете, как это важно, как это здорово, как это вообще вдохновляет. Это вообще супер. Я просто был очень-очень в восторге от этого. Вот такие люди вдохновляют человеку. Когда ты видишь такого человека, и ты осознаешь, что на самом деле ты можешь быть полезным, неважно, и самое важное, неважно, в каком возрасте человека, представляете, она сейчас делает бизнес. Это здорово. Поэтому, когда вижу молодых ребят, которые они разгар силы, им 30-40 лет, они постоянно жалуются, я такого не понимаю. Если вы жалуетесь, если вам кажется, что тяжело делать бизнес, давайте я вам найду телефон этого женщины, посмотрите на него, вам станет, наверное, не по себе, когда видите, что она возрастом 65 лет хрупкая женщина, но духом сильнее, чем многих. Вот это чудо, это реальное чудо. Поэтому, вот.
Вот кто-то спрашивает, что у вас... вот кто-то пишет, да, вот, какой бизнес вы занимаетесь. Зайдите в мой сайт UDI Holding, UDI Group, и вы видите, какие у меня бизнесы. Сейчас у меня 24 бизнеса, дорогой мой. Наверное, спрашивает тот, кто, наверное, впервые меня слышит или не знает, какие бизнесы у меня есть, поэтому спрашивает. Зайдите в UDI Holding, и вы видите, какие бизнесы у нас есть и так далее. Вы сами поймете. Разные направления бизнеса у нас. Сфера оптика у нас по Казахстану 26 магазинов. Сфера парфюмерии у нас больше 200 магазинов. Сейчас 2 разных бренда. Сфера косметики уже в Казахстане и Узбекистане. И сфера недвижимости, я строю многоэтажные дома и так далее. Я строю сейчас в Таджикистане. Потом сфера спорттовары по Кыргызстану продаем в Кыргызстане. Вот такие разных направлений бизнеса. Сейчас мои бизнесы в основном по СНГ, и сейчас начнем уже потихонечку в Америке и так далее. Одним словом, 24 бизнеса. Сейчас недавно, 2 недели назад, я приобрел одну МДО, это микродепозитная организация, с целью, чтобы в будущем его довести до банка. И вот скоро будет, алхамдулилlah, хороший банк. Сделаю одного хороший банк. Школа Оксфорда, один из направлений, это образовательное направление, я строю школы и так далее. Почему? Потому что я люблю в школе образование и так далее. Так надо делать. Другое направление, теплицы, садоводство и так далее. В России есть бизнесы, почему? Да, Ричаром есть, парфюмерный бизнес есть, Орехмаркет есть, это в магазине сухофрукты. И вот такое развивается, алхамдулилlah, вот такое направление. Вот, спасибо большое, ребята. Еще раз напоминаю вам, 5 декабря приезжайте, пожалуйста, на форум, который называется «Как я заработал свой первый миллион». Это будет в Туркестане. Туркестан это находится в Казахстане, недалеко от Чимкента. Приезжайте в этом, там будут рассказывать 0 теория, 1000% практика. Все будем говорить о практике. Со мной будут 4 мои ученика. Еще раз повторю. Один из которых в Америке живет. Буду рассказывать, как заработать свой первый миллион в образовательной сфере. Другой с России. У него 7 бизнесов. Во многих городах России у него. Больше 150 филиалей, партнеры и так далее. Дистрибьюторы. И третий, в Казахстане выходит на первую тройку один из лучших строительных компаний Казахстана. Вот, он будет говорить. Четвертый, это хороший бизнесмен из Узбекистана. Вот каждый из них будет делиться именно своим опытом, как заработал свой первый миллион. Вот кто-то пишет, я из Туркестана. Вот, добро пожаловать в этот форум. Идите в сайт World Само, бронируйте себе место, потому что день за днем меньше и меньше места остается. Хорошие места бронируйте. Может быть, после этих форумов вы берете себе одну идею, или одну стратегию, или одну, можно сказать, одну новый план. Вот. Идите, пожалуйста, учитесь и двигайтесь вперед. Я желаю вам успехов, до новых встреч. Жду вас в бизнес-форуме в Туркестане. До новых встреч. Приезжайте в Сочи. Конечно, приду. Спасибо, до встречи. Здравствуйте, уважаемые наши ученики, уважаемые зрители, уважаемые предприниматели. Хочу пригласить вас всех на наш бизнес-форум, который проходит 5 декабря 2021 года в городе Туркестане. Дорогие мои, форум называется «Как я заработал свой первый миллион». Мы вместе с моими учениками, те люди, которые заработали свой миллион благодаря нашей системе, мы будем поступать четвером. Добро пожаловать, будем рассказывать каждый свой кейс, как разные направления нам удалось зарабатывать свой первый миллион. Мы детально будем показывать практические опыты. Возможно, это та стратегия, которую мы использовали, она практична, возможно, она помогает и вам, чтобы вы брали для себя определенные вещи и использовали, чтобы свой бизнес привести на новый уровень. Для кого этот форум? Для тех людей, которые хотят открыть бизнес, для тех людей, которые ищут ниши, свободные ниши, для тех людей, которые хотят стать миллионером, для тех людей, которые хотят вывести свой бизнес на международный уровень. Практические занятия, советы, кейсы, прямые беседы. Добро пожаловать 5 декабря, город Туркестан. Увидимся в Казахстане. Добро пожаловать в бизнес-форум.